Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Ох, доска кончается, сейчас я упаду. Эти строки знакомы нам с самого детства. Творчество Агнии Барто было и остается одним из самых популярных среди юных читателей. Кстати, сегодня исполняется 115 лет со дня рождения знаменитой поэтессы. По этому поводу мы решили окунуться в воспоминания студентов и преподавателей и узнать, что они читали в детстве. Ваша любимая книга детства? Ой, таких книжек, наверное, много было. Скорее всего, вот это вот сочинение Волкова, которое начинается с «Волшебника изумрудного города». А многие книги, которые я не прочел в детстве, но очень хотел, прочитал потом, они тоже стали любимыми книгами детства. Например, трилогия о Незнайке или Чиполлино. Может быть, именно авторов, если так сказать. Ну, Маршака могу только вспомнить, так, чуть-чуть что-то. Моя любимая книга «Преступление и наказание». Ну, наверное, сказки. Я помню книгу, к сожалению, не могу сейчас воспроизвести автора. Она называлась «Засыпайка Матти и Тупс». Это писательница из Эстонии, рассказы о мальчике, его собаке и интересном человечке, у которого есть необычная шляпа, которую он, если надевает козырьком назад, вроде бы становится видимым, когда снимает, все хотят спать, а когда козырек впереди, то вроде бы он невидимый. Пушкин и Дубровский. Я хорошо помню сочинение в 2 классе. Мой любимый герой был Шерлок Холмс Конан Дойля. Жюль Верн. «Путешествие к центру Земли». Расскажите немного о ней. Чем она так запомнилась? Эта книга имеется в виду? Ну что вы, если мы возьмем, например, «Незнайку», особенно 3-я часть, которая на Луне, это же фактически энциклопедия нашей сегодняшней жизни. Откуда он все узнал это? Например, оттуда я узнал, что такое джинса, что такое подводка для журналистов, что такое скрытая информация, как проходит рекламная кампания, как работает фондовая биржа и так далее. Ну, наверное, вот этим необычным человечком, у которого есть такие суперспособности, такой супергерой маленький. Ну, в целом, это, наверное, первая книга, которую я прочитал полностью. Ну, именно с интересом. Ну, и в целом я люблю российскую классику и все, что с ней связано. Чем запомнилось? Ну, увлекательная. И хотелось быть похожим на героя, все понимать. Кто из персонажей книг был вашим героем, на которого вы хотели быть похожи? Почему именно этот персонаж? Нет, я всегда хотел быть похожим только на самого себя. Я бы не сказала, что хотела бы стать кем-то из этой книги, но я очень завидовала там одной девочке, которая вместе с дедушкой сидела в кафе и ела пирожные. Мне тоже очень хотелось полакомиться, когда я читала эти строки. Был Шерлок Холмс, я хотел быть на него похожим. Да. Произведения каких писателей вы читали в детстве? В детстве много чего. Даже Агния Львовна Барто, о которой вы говорили, Носов, Волков. И сейчас, дай бог памяти еще вспомнить. Мечтал все время эту книжку прочитать, потом прочитал только уже во взрослом состоянии. Выходила серия тоненьких книжечек, называлась «Мои первые книжки». Был полный комплект, одна все время выпадала. Еле в интернете нашел, он называется «Борис Житков. Кружечка под елочкой». Очень вам рекомендую всем. Агния Барто. Самуил Яковлевич Маршак. Ну, это прям такие супер детские. А из взрослых, я не знаю, Рик Риордан. Кроме Конана Дойля, кстати, мне нравится «Затерянный мир», Стивенсон «Остров сокровищ». Что еще? Книги про индейцев. Салтыков-Щедрин, наверное. Толстой, Пушкин. Ну, очень многих детских писателей. Барто и Сергей Михалков, Бьянка, кто там еще у нас, Джанни Родари, что там, очень много, Пришвин, то есть очень много детских книг. Ну, наверное, практически всех российских классиков. Пушкин, Достоевский, ну и все, что связано со школьной литературой. Стих, который вы до сих пор помните, можете рассказать? Могу, конечно. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Ох, доска кончается. Сейчас я упаду. Не буду. Шла вчера я по Садовой, так была удивлена. Паренек белоголовый закричал мне из окна: с добрым утром, с добрым утром!» Я спросила: «Это мне?» Улыбнулся он в ответ. Закричал еще кому-то: с добрым утром, с добрым утром!» Паренек махал рукой: «С ним теперь знакомы будем, это Вовка есть такой». Когда я была в классе 1 или 2, моя сестра училась в старших классах и учила «Кому на Руси жить хорошо» отрывок. Вот, и я бегала рядом и тоже, в общем-то, сама того не хотя, запомнила это стихотворение. Даже, по-моему, сейчас помню начало.
В каком году рассчитывай, в какой земле угадывай, на столбовой дороженьке сошлись 7 мужиков. И скучно, и грустно, и некому руку подать, минуты душевной невзгоды, желание, что польза напрасна, и вечно желать, а годы проходятся лучшие годы, любить на кого ж. На время не стоит труда, а вечно любить невозможно, что в душу заглянешь, там прошлого нет следа, и, в общем, там все тревожно, я не помню. Как то, что вы читали в детстве, могло повлиять на вас в дальнейшем? Мы все родом из детства. Наверное, так и повлияло, что, посмотрите, иногда даже оттуда уходить не хочешь. Там все свои. Ну, в целом книги, наверное, дали какое-то представление о жизни, о мире. Ну, я вообще любила представлять себя героиней каких-то повестей, рассказов. Ну, что греха таить, разговаривала с воображаемыми друзьями. Ну, то есть книги скрашивали мой досуг. Мне кажется, в детстве такие книжки мы читали, которые учат добру и представление о добре и зле, чтобы мы в будущем выбирали более правильный путь, так скажем. Что бы вы посоветовали прочитать и детям, и взрослым? Тут очень трудно что-нибудь советовать, потому что у каждого свой собственный выбор. Но те вещи, которые были актуальны в 60-е годы, как с моего детства, мне кажется, актуальность не потеряли. Я читаю с внуком комплект Мурзилки, и самое интересное, с 66 по 69, и мне, и ему. А нынешние я читать не могу, к сожалению. Ну, лично мне нравится Джейн Эйр, «Гордость и предубеждение». Но это уже такие более, я считаю, взрослые произведения. Все, что нравится. Неважно что. Ну, наверное, начинать стоит с какой-нибудь классики тоже. То, что все читают. Ну, я люблю сказки, вообще волшебство, и у меня есть коллекция книг про Гарри Поттера, и думаю, взрослым детям иногда хочется чего-то волшебного, пусть почитают всю коллекцию. Ну, сейчас столько литературы, другой литературы, да, которые, ну, я имею в виду авторов, даже которые мы не читали, да, поэтому просто читать.